Посмотри, к чему он призывает. Настоящий пророк, настоящий посланник всегда призывает к единобожию. Он запрещает поклоняться кому-то, кроме Господа миров. Он говорит людям: поклоняйтесь только Аллаху, Богу моему и Богу вашему. И об этом мы читаем в Коране. В книге Всевышнего говорится: «Валакад арсальна нухан иля кауми, факаля я кауми абудуллах, ма лакум мин илахин гайру». И вот мы, Аллах, отправили Нуха к его народу, и сказал он: «О народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет у вас иного Бога помимо Него». И сказано: «Ва Ибрахима из каля ли кауми ябудуллах, вабудуллах ваттакуху заликум хайру лакум ин кунтум та'ламун». И отправили мы, Аллах, Ибрахима, Авраама, и сказал он своему народу: поклоняйтесь Аллаху и страшитесь Его. В этом для вас благо, если вы знаете. И рассказывается об Исе, Иисусе, мир ему. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. И вот сказал Мессия Иисус: «О сыны Израиля, поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему. Поистине тот, кто будет поклоняться наряду с Аллахом другому, для того Аллах сделал запретным рай, и прибежищем его станет адский огонь, и не будет беззаконникам помощников». Таким образом, самой главной, самой великой задачей всех посланников было призывать людей к поклонению одному лишь Аллаху и отказ от поклонения кому-то или чему-то помимо Него.